Почти 7,5 тысяч родителей в Чувашии уклоняются от уплаты алиментов. К сожалению, растет число и матерей, которые, отказавшись от своих ребят, не перечисляют денег на их содержание. Какие меры сейчас принимают в отношении этих людей и каким образом пытаются достучаться до их совести, выясняла Лидия Галактионова. На контроле судебных приставов только в столице республики 2500 должников по алиментам. Рычагов воздействия на горе родителей несколько. Это частичное удержание зарплат или добровольное выполнение обязательств, возложенных судом. За неуплату алиментов обычно назначается административное наказание в виде обязательных работ. Как правило, по благоустройству города и уборке территории. Сегодня к этому привлекается 92% должников. Фронт работ определяют муниципалитеты. Мы выдаем данным гражданам инвентарь полностью, перчатки, грабли, мешки для уборки мусора. Назначаем им определенные территории, которые они должны убрать или привести в порядок. Ежедневно в Ленинском районе Чебоксар на общественно полезные работы выходит более 5 человек. Судебные приставы составили собирательный портрет алименщика. Это мужчина от 30 до 42 лет, не имеющий постоянного места работы. Причем это не обязательно злостные неплательщики. Как говорят сами алименщики, просто так сложились обстоятельства. Я думал, что срок, в принципе, несущественный. Там действительно 3 с копейками месяца, может быть, 3 месяца. Думаю, штраф назначат. Ладно. Вот, собственно, я по своей, так скажем, безответственности, наверное, просто не платил. Не то, что там, в принципе, деньги-то были. Отбытие наказания по наведению чистоты и порядка не освобождает от уплаты алиментов. В противном случае нерадивого отца ждет уже более серьезное наказание – ограничение свободы от 10 до 15 суток или большой штраф. Количество алименщиков, которые все-таки не платят и ведут аморальный образ жизни, их становится все меньше. Подавляющее большинство жителей Чувашии, все-таки, которые также находятся под контролем у нас в силу того, что значительный долг по алиментам, все-таки принимают меры к погашению. В этом году мы привлекли к административной ответственности свыше 500 должников по алиментам. Если говорить о 2017 году, в целом, то после привлечения к административной ответственности большинство граждан, после того, как они поподметают улицы, они уже договариваются с взыскателем, либо принимают меры к трудоустройству. Но и здесь должен работать не только метод кнута. Призвать к совести, помочь осознать родительскую ответственность приглашают священнослужителей. Великан, если вдруг нечего кормить детей, а он может в своем ключе себя бить сердце и из своего крова кормить своих детей. Отец Василий – член общественного совета при управлении ведомства. И такая непростая миссия у него впервые. Он рассказывает о своей жизни, о многодетной семье, в которой вырос. Священник должен нести свет, нести любовь, где, может быть, его нет. И когда свет светит, где темнота, сразу перестанет быть темно. Если принести немножко любовь, где его мало, все становится легче. И действительно, если поначалу слушатели отводили глаза и прятали лица, то потом даже улыбались. И кто знает, может, слово пастыря задело душу. И, возможно, проснулся и заговорил голос совести. Лидия Галактионова, Елена Дмитриева, Виктор Степанов, Игорь Ульянов. Вести Чувашия.